Очередной одиночный пикет за свободу журналистов Русньюз. Коротко о положении с журналистами и, в частности, с Марией Пономаренко. Эту женщину прессуют по полной в исправительной колонии 9 в Рубцовске. В понедельник был суд. Ей не дали возможность обнародовать видео, где пререкание с Марией, одного из сотрудников администрации, привела к рукоприкладству этого служителя, который сотрудник таскал ее за волосы, повалил на пол и в дальнейшем очень бесцеремонно относился к женщине и оправдывая это тем, что она готовится совершить самоубийство. Эта версия не выдерживает критики, потому что не было представлено видеоматериала о инциденте. И те объяснения со стороны сотрудника ни в какие рамки не лезут, когда объяснение состоит в том, что полотенцем длиной 40 сантиметров можно человека самому себя удавить. Но вот такие доказательства, тем не менее, проходят и являются основой для ужесточения режима и вменения ему новых статей и наказаний. Еще судьба одной женщины-активистки с республики Горный Алтай, которая сидит за общественную активность, за препятствие превращению республики Алтай в курорт для богатых наших россиян, для властимущих, вопреки интересам и целям республики этой горной и ее населения. Она является матерью 3 детей, один из них грудной. И вот таким образом, видимо, пытается судебная система окончательно запугать население через преследование носителей интересов и информации, которые она продвигала. Я был на этом дважды на заседаниях на Новосибирском военном суде. И меня даже поразило, каким образом могут создаваться на этой основе дела, когда женщина, сугубо штатская женщина, и судят, обвиняют и проводят заседание судебное в закрытом военном суде. Какие такие военные тайны она может, она может нарушать или раскрыть их. Но будем стремиться к помощи, какая возможна в облегчении судьбы Арины Арна и Марии Пономаренко, и
Ольги Комлевой, и Романа Иванова, и еще много-много их, как их где-то я читал на стене написанное, узников совести. Будем им помогать.